Всем привет! Мы ученицы школы имени Кеннадирова города Абай. Сегодня мы узнаем, как работает настоящая IT-компания. Компания ВП работает на рынке с 2012 года. Занимаемся тем, что создаем надежные финтех-решения. Здесь находится непосредственно наша команда тестирования, а вообще в нашем коллективе работает больше 150 человек. Наши офисы находятся в Караганде, в Алмате. Также работают ребята удаленно из других городов Крыма. Меня зовут Руслан, я руководитель отдела фронтенд разработки компании ВП. Если прям на пальцах объяснять, вот есть сайт, и сайт делится на две составляющие. То, что вы видите на странице, когда вы заходите на сайт, всякие кнопочки, иконки, картинки, текст и так далее. И то, что работает под капотом, то есть то, что обрабатывает вам информацию. То есть, например, вы там зашли в какой-нибудь веб-телеграм, нажимаете кнопку «Отправить сообщение», обработку сообщения внутри делает бэкэнд, а фронтенд делает вот саму отправку. То есть то, что делает фронтенд, входит как внешний вид страницы, как она будет выглядеть, взаимодействие с пользователем. Это вот реакция на нажатие кнопочек, на наведение, на ввод текста и так далее. И какие-то внутренние такие немножко скрытые процессы, например, там соединение, вот тоже если брать пример веб-телеграм какой-нибудь, то происходит некоторый коннект между вот одним клиентом и другим клиентом, между собеседниками условно. И этот вот тоже фронтенд этим занимается. Я скажу так, высшее образование, оно вообще, в принципе, не настолько важно, как кажется, по крайней мере у нас. Где-то за рубежом высшее образование, оно вот как будто нужно. Среднее, наверное, тоже нужно в плане того, что хотя бы какой-то базис, чтобы был. Вот. Но в целом больше смотрят на умение, на опыт какой-то, на то, как человек прошел техническое собеседование, то есть как на технические вопросы отправил, и, допустим, на какие-то проекты, которые уже есть, даже если опыта нет, просто какие-то проекты уже готовы, если показать, то в целом нормально. Сперва, если говорить прям общий какой-то большой процесс, а не конкретно, как мы начинаем писать код, то выставляется, естественно, требования, что мы хотим, для чего мы хотим и так далее. Дальше уже вступает в работу дизайнер, который рисует его. И в целом потом этот дизайн отдается нам, как фронтенд-разработчикам, и мы, собственно, уже начинаем писать код. Изначально, то есть с чего мы начинаем, это мы размечаем какую-то структуру. То есть, какие страницы у нас будут, какие разделы будут и так далее. И мы собираем там такие штуки, как, например, шрифты, картинки, иконки и так далее. Вот примерно с этого начинается. Такой подготовительный этап. Сложный вопрос. Нравится мне именно процесс написания кода. То есть, когда ты что-то написал, потом это запустилось, и ты увидел, как это все потом работает, что все штуки, которые ты прописал, которые ты закладывал, оно функционирует. Это мне нравится. Гораздо менее, точнее, то, что мне не нравится, это, скажем так, ходить и решать вопросики. Потому что решать вопросики приходится периодически. Ходить и общаться с дизайнерами, с бэкэндерами, с тестировщиками, с заказчиками и так далее, выяснять, что надо, что не надо. Может быть, это
то мы сделали, а это уже не надо, а потом оказывается, что нет, это все-таки было надо. Вот, примерно так. Таких вот пожеланий, наверное, начинать как можно раньше, пытаться влиться в это, потому что сейчас конкуренция достаточно высокая, и зачастую приходят люди, которые в универ еще не поступили, а у них уже какие-то проекты есть. Вот. И стараться изучать что-то новое, потому что IT это вот такая сфера, которая в принципе не стоит на месте никогда. И особенно про фронтенд, если говорить, есть такая общая шутка, что примерно каждые 2 часа появляется новая библиотека для JavaScript. Вот. То есть все очень динамически развивается. То есть в целом нужно упорство какое-то, желание очень большое. Это, наверное, одно из самых важных, что необходимо, именно потому что, не любить IT и работать в IT-сфере, это, по-моему, несовместимые вещи.